Меня зовут Гафитуллина Аделина. В течение 30 лет мы с мужем вели совместный бизнес. Сейчас я вынуждена публично защищать свои права на законную долю совместно нажитом имуществе. Бывший муж вел предпринимательскую деятельность, продавал дорогостоящие товары. Годами формировались доходы, активы, финансы, покупались разные недвижимости. Оформлялось это все на него. Сейчас при разделе имущества он не хочет не отдавать ничего. Ни квартиру, ни половину квартиры, ни товар, ни деньги. Все скрывает, все финансы, товары, которые заходят, оформляет на других людей. Деньги оформляет на подставных лиц. Обманывает, говорит, что прошел раздел имущества уже до этого. Но у меня есть свидетели, адвокаты, которые могут подтвердить, что раздела имущества не было. Они с ним договаривались об этом. Но когда мы приходили к бутику со свидетелями, он закрывал перед нами дверь. У меня есть видео доказательства того, что это ложь. Раздела товара и денег не было. На данный момент мы обратились в Октябрьский суд с ходатайством истребовать информацию с банков и других соответствующих структур. Но судья Абдырахманов Урмат не дает нам продвинуться и отправить запросы в соответствующие органы. Мало того, он требует, чтобы мы оплатили госпошлину на тот товар и те финансы, которые мы не знаем, потому что он нам не дает запросов в эти госорганы. Получается, сформировался замкнутый круг. Судья требует оплатить госпошлину, но на что именно, за что именно, он нам не дает разрешения. Поэтому дело не рассматривается. Я задаю открытый вопрос обществу. Разве это есть правосудие? Почему я, как налогоплательщик, плачу зарплату этому судье? Как вы знаете, только недавно были повышены зарплаты. До 300 тысяч судья получает. Я, как налогоплательщик, ему оплачиваю зарплату, и со мной вот такое отношение. Это несправедливое отношение, как к женщине, как к гражданке государства, которая столько лет живет здесь, работает. Если честно, я постоянно нахожусь в очень стрессовой ситуации, потому что сейчас сложились так обстоятельства, что и дети, внуки, все на мне. Я иной раз, вот денег нету просто на продукты. Я обращаюсь к президенту Кыргызской республики как гаранту Конституции, прошу обеспечить объективность и законность рассматриваемого дела. Закон должен работать одинаково для всех, а не для тех, у кого есть деньги или связи. Большое спасибо.